Сегодня я хочу рассказать вам о, пожалуй, самой лучшей книге о Великой Отечественной войне. Прочитала эту книгу очень давно, но до сих пор то впечатление, которое она оставила, очень живо в моей памяти, и я немножко расскажу о ней, поделюсь с вами этим впечатлением, и, возможно, вы заинтересуетесь. Это роман «Живые и мертвые». Замечательный автор этой книги Константин Симонов. Книга эта была написана в первые 10 лет, вернее, по истечении 10 лет после окончания войны. Пожалуй, может быть, это и является вот тем самым решающим фактором, да, который меня заинтересовал, потому что уж больно живые образы, очень реальная книга. Ну, понятно, что это все про протекцию самого автора, так как он был военным корреспондентом в годы войны и буквально на себе знал все вот эти вот истории чудовищные, новые и неприемлемые. И смог об этом рассказать настолько понятным языком, настолько доступным, читабельным, что ты уже по истечении буквально нескольких минут понимаешь, что за персонаж перед тобой, что представляет из себя этот человек. То есть настолько очень, скажем так, подробно и просто он описывает характеры людей. Казалось бы, это книга о войне, но не только о войне, а, наверное, даже больше о людях, которые были на этой войне, о их силе духа, о том, как они раскрывались, будучи простыми, как, может быть, мы с вами сейчас в мирное время, и какими они становились в то непростое время. И в этой книге описано все, что есть в жизни и сейчас. Любовь, предательство, жизнь, смерть, отношения. Я очень рекомендую эту книгу к прочтению не только взрослым, но и подросткам, может быть, даже вдумчивым школьникам старшего возраста, потому что считаю важным помнить эту историю того времени. И очень важно осознавать, что это история простых людей, которые стали героями. И помните, что люди не меняются, меняется лишь время.